Если вы хотите изменить свою жизнь, вам надо изменить свою физиологию и внимание. Если поставили себе цель разбогатеть, нужно посвящать этому полностью. Не колебаться, получится или не получится. Вы должны быть уверены в успехе. Вы не проживете экстраординарную жизнь, имея обычное образование. Не будет такого. Все лидеры постоянно развиваются и никогда не останавливаются. Они обучаются и продолжают идти вперед, чтобы развить эмоциональное мастерство, потому что именно это влияет на ваш успех или неудачу. В мире существует возможность для самообразования, нужно изменить свою психологию. Не надо делать как все и злиться, потому что ничего не получается. В реальности сейчас лучшее время, чтобы жить. Если вы растете, образовываете себя, учитесь, развиваете ценные навыки, вместо того, чтобы жаловаться, задайтесь вопросом, какой набор навыков сейчас ценится на рынке и как мне выжить из своей способности максимум. Если я буду цениться больше, я могу отдать больше, сделать больше, поменять больше. Когда я брал интервью у Уоррена Баффета, я спросил его, что была самая большая инвестиция в его жизни, учитывая, сколько компаний он создал, а он ответил: почитай Дейла Карнеги. Я спрашиваю, что? Он отвечает: самая важная инвестиция – это инвестиция в себя. Умение убеждать, говорить и оказывать влияние на людей. Я бы не реализовал, говорит, ни один из своих идей, если бы не умел убеждать. И этому я научился из его небольшого курса. Он сказал, что это была самая ценная инвестиция в его жизни. Задумайтесь на мгновение. Каждое живое существо имеет в распоряжении одинаковое количество времени, абсолютно одинаковое. Вы сами решаете, чем вам заниматься. Убедитесь, что ваше занятие сможет изменить, что вы расходуете время на дела, которые продуктивные, которые продвигают вас к цели. Черты, из-за которых вас считают чудаком, делают вас особенными. Это то, чем вы отличаетесь от других, ваша индивидуальность. Если вы не можете влиться в коллектив, я хочу вам сказать, что у меня было то же самое. И это сущность любого человека, который живет мечтой. Есть популярная цитата: то, каким вы будете через 5 лет, зависит от книг, которые вы читаете, и людей, с которыми вы сейчас общаетесь. И это правда. Более того, это применимо ко всему. То, каким вы будете в будущем, на 100% зависит от того, чем вы занимаетесь сегодня, с кем общаетесь. Но еще больше, кого слушаете, во что верите, в что читаете или смотрите. Вся информация, которую вы пропускаете через себя, позитивная или негативная, повлияет на ваше будущее. Тренируетесь ли вы или нет, даст о себе знать в будущем. Ваша текущая диета повлияет на будущее ваше и в плане энергии, и в плане внешности. То же самое с мыслями и информациями. То, чем вы питаете мозг, определит ваше будущее. Если вы потребляете один мусор, угадайте, из чего будет состоять ваше будущее. Приучите себя питать сознание успешными мыслями и окружите себя с людьми с такими же амбициями. Не важно, откуда вы берете информацию, будь то книги, подкасты, видео, главное пропускать их через себя каждый день. Ваше будущее «Я» умоляет вас проявить дисциплину, умоляет быть не как все, учиться больше, работать интенсивнее, чем остальные, умоляет стараться сейчас, чтобы наслаждаться потом. Если вы не питаете сознание успехом, то так и останетесь посредственностью. Каждый следующий день будет формировать ваше будущее. Чего вы хотите от жизни, над тем и нужно работать. Хотите успеха? Трудитесь. Хотите прийти в форму? Тренируйтесь. Если хотите мира и спокойствия, проявите усилия сейчас. Действие равно результату. Что-то внутри нас стремится к улучшению. Мы хотим быть лучшими людьми, быть больше, делать больше, делиться, создавать, отдавать больше. Но это редко получается. Мы хотим, что нам кажется, сделать нас счастливыми, хотим расти, вносить вклад в общее дело, но вместе с этим мы, например, все хотят красивое тело, но никто не хочет упражняться. Нам надо понять, что именно прогресс и есть счастье. Если вы знаете, что вы хотите, и постоянно двигаетесь в нужном направлении, вы это получите. Вы окажетесь там, где есть та страсть, легкость, результат, который вы желаете. Запомните, первое, что нужно, это увлекательная цель. Что вас захватывает? Цель должна быть конкретная, измеримая, и важнее всего, она должна придавать вам энергию. Второе, вам нужна достаточно сильная мотивация, чтобы переживать трудные времена. Нужно намерение, которое будет вести вас. Третье, вам нужен план, карта, список ключевых действий, который поможет вам закрыть пробел, где вы сейчас и где хотите быть. Надо понять, что 20% работы отвечает за большую часть прогресса. И, наконец, начать действовать. Кем вы хотите стать, чем вы хотите заниматься, что хотите испытать, что дать этому миру, чем овладеть, каким вы хотите сделать следующий год, чего желаете больше всего, как будет выглядеть ваша карта и какие действия вас приведут к вашей цели. Пожалуйста, для вашего же блага сделайте что-нибудь после просмотра этого видео. Дайте себе толчок для дальнейших действий. Если начать сегодня, то вы можете изменить все. Если вы знаете человека, у которого были цели, мечты или какое-то сильное желание, и у него получилось, я утверждаю, что в глубине души вы верите, что тоже справитесь. Это возможно. Если кто-то может превратить мечту в реальность, то это возможно. И вы можете превратить в реальность свою мечту. Поэтому, когда вы начинаете вглядываться в свой желанный образ, начинаете принимать его, то понимаете, это реальность. Мне очень повезло. У меня в жизни внутри происходит много всего. Я смогу выдать свой потенциал миру.
смогу написать собственную книгу, запустить бизнес, путешествовать. Это возможно. Я воспряну всех невзгод и перепишу свою историю. Не важно, где я сейчас, все улучшится. Я вспоминаю историю о двух мужчинах, они жили в Чикаго, оба построили успешную карьеру, оба примерно с одинаковыми бэкграундом, образованные. Много лет они работали в корпорации, были среди множества людей, которые потеряли работу. Двое мужчин были хорошими друзьями, оба искали работу несколько недель, оба сталкивались с отвержением и разочарованием вновь и вновь, и не могли ничего найти для себя. История, как у тысячи других людей в этой стране. Один остановился, он потерял веру, перестал ходить на собеседование. Он остался дома, смотрел телевизор, начал спорить и ругаться с женой, пить пиво, общаться со своими другими безработными друзьями по телефону. В итоге он просто сдался. Другой не переставал искать работу, где бы он ни был. Постоянно спрашивал людей, налаживал связи, ежедневно просматривал газеты, ходил куда угодно. «У вас слишком много образования, излишек компетентности, вы здесь не задержитесь», говорили ему. Но он продолжал. Он пошел в одну компанию и сказал людям: «Если вы не можете нанять меня, хотя я знаю, что можете, учитывая мои способности, навыки, таланты, я не хочу сидеть дома и ничего не делать. Просто позвольте мне волонтерствовать. Не давайте ничего взамен. Я хочу работать, хочу быть занятым». Ему ответили: «Ну хорошо, вы сами попросили, не ожидайте от нас ничего». И этот мужчина каждый день приходил на работу самый первый и уходил самый последний. Месяц спустя один из топ-менеджеров уволился, ему начали искать замену. Угадайте, кого выбрали? Того мужчину, того, кто жертвовал своим временем. Он занял освободившуюся должность. В чем разница между двумя мужчинами? Видение и осознание. Видение – это просто суждение на основе того, что вы видите, на основе внешнего вида. Но осознание – это интерпретация того, что вы видели. Один мужчина сказал: «Это невозможно, с меня хватит, я не могу, у меня не получится», сказал. Он сдался. «Мне слишком много раз отказывали, я больше не пойду на собеседование, работы нет», говорит. Другой мужчина верил, что несмотря на все отказы, на состояние экономики, новости в газетах, он верил, что кто-то где-то наймет его на работу. Он продолжал искать, веря, что это возможно. И знаете, что, леди и джентльмены, так и надо поступать с мечтой. Потому что с вами, с жизнью, постоянно происходят вещи, которые никак невозможно ждать. И часто, когда это происходит, просто хочется сдаться.